В Еланский военный гарнизон сегодня прибыло около 200 новобранцев. Кроме 50 призывников из Татарстана, это ребята из Башкортостана, Мари-Эл и Красноярского края. Сегодня они прибыли, сегодня же они будут распределены уже по частям. Они прибывают уже в коллектив, в основном стараемся тоже их отправлять. Если вот с Татарстана прибывают, то все равно как бы партиями. То есть не один он человек уходит, не один человек, ну где-то 10-8 человек, чтобы они все держались как бы вместе. Армия – это закрытое мини-государство. Еланский гарнизон Свердловской области особенно. Вспышка пневмонии, неуставные отношения, уголовные дела, связанные с гибелью солдат. Далеко не полный список того, что читают и слышат об этой части родственники призывников. Чтобы своими глазами увидеть условия, в которых находятся ребята, и чтобы в воинской части чувствовали контроль со стороны республики, татарстанский омбудсмен приезжает в Еланский гарнизон второй год подряд. К сожалению, в дороге у нас нынче произошло ЧП. Один из молодых ребят поранил ногу. И сейчас мы его сразу же направили в медицинскую часть для того, чтобы выяснить, что там случилось. Просто поскользнулся. Но, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы поезда, в которых наши ребята едут, были более комфортными, более теплыми, более удобными. Ну так посмотрели казарму, знаете, казарме нормально, светло, тепло, и вопросов нет. Одеты, обуты все. Ну, завтра посмотрим еще, как организовано питание. По словам военных медиков, больше половины новобранцев имеют проблемы со здоровьем, недостаток веса и общую ослабленность организма. Возможность вакцинации призывников до отъезда к месту прохождения службы стала темой разговора между представителями республики и Еланского гарнизона. По обоюдному мнению, это сделает адаптацию к условиям жизни военной части менее болезненной и стрессовой. Альфия Габдушева, Андрей Собченко, Салават Киямов, телеканал «Татарстан. Новый век», Свердловская область.